In here. Look, stop it. Okay. Раньше, помню, так в детстве подходили к машинам и смотрели вот так вот, сколько там километров нарисовано, максималка. И поэтому судили, сколько машина, ну, насколько мощная машина. Здесь вот 260 на Сонате. В те года, там, в 90-е, конец 90-х, начало 2000-х, 260 там вообще на машинах увидеть нельзя было. Ну, такого не было, там 180, там бывало 220. Типа, ну, крутость машины зависела от того, сколько максималка была нарисована. Вообще прикольно. Что-то вспомнил я про это. Реально же стояли вот так вот, закрывали вот так, смотрели. Салон смотрели. Было время. Сейчас вон подрастают, так уже не смотрят. Да и зачем? Здесь для детей в Америке машина это вообще, ну, ничего такого. Это просто повозка, которая возит фактически. Там не представляет какой-то ценности большой. Это для нас там. Я даже помню, как на первый раз на машине покатался. Это, по-моему, было там во дворе у друга. У его сестры был парень. И вот он был там на Ауди, по-моему, какой-то. И вот какая-то там бочка, по-моему, или что. Ну, короче, как-то он прокатил нас просто во дворе. И я вот прям помню это. Вот эти моменты, да, я даже этого помню. Интересное ощущение там. То есть на машине там... Тут по праздникам только ездили, какое-то такси иногда, как пару раз, по-моему, в детстве вызывали там зачем-то. Ну, короче, машина была, это прям диковинка, редкость. А те, кто владел машинами, ну, это были обеспеченные семьи, люди. У нас такого не было. Вот я говорю, почему я сейчас машинами занимаюсь. Для меня такое, я заполняю пробел в своем детстве, потому что машину же хотелось водить, как бы я любил машины. Хотелось, я представлял, как будто у меня есть машина. Я покупал журналы «Автомир», у меня были. Там, они раз в месяц, по-моему, ходили. Вот я каждый месяц, мне притом родители давали деньги, рублей 10, по-моему, стоил журнал. У меня прям такая огромная кипа журналов была. Вот, и поэтому у меня такая тяга к машинам всегда была. Потом как-то это забылось, и все уже. И вот до того момента, как я в Америку не переехал. А здесь как бы это все легко, доступно и необходимо, по сути дела. Вот, и поэтому у меня такой пробел, я просто заполняю автомобильный. Я всегда душой за велосипед буду, я всегда выберу как бы велосипед автомобилю и жил бы в таком месте, где вообще без машины можно было бы жить, типа по типу европейских городов. Но это Америка, поэтому здесь невозможно без машины. Поэтому мне это интересно заниматься, там ремонтировать что-то. Мне уже даже поднадоело чуть-чуть, поэтому, ну, отдохнуть от этого хочу. Ох, гуляю с утреца, хорошо так. Чё вы? Скоро Рождество, сегодня 23 декабря. Рождество. Ну, Рождество для меня это вообще не праздник. Ну, как бы для меня ничего это не значит. Во-первых, как бы, ну, не принято у нас, да? У меня, у нас, блин. Ну, короче, Рождество для меня это все равно религиозный праздник со значением вот этим религиозным. Ну, какой для меня это праздник? Я же не религиозный человек. Вот, и... Вот Новый год, да, другое дело. Новый год все-таки он такой календарный, ну, земной праздник какой-то. Вот, и поэтому для меня это всегда будет Новый год, number one. Но здесь в Америке нет. Новый год вообще для людей многих вообще не праздник. Рождество и все. Многие даже вот убирают уже после Рождества, убирают все декорации, все гирлянды, всю атрибутику. Для них это рождественская атрибутика, поэтому они все это убирают уже после Рождества сразу. Вот я не знаю, я, конечно, не понимаю этого. Вот такие дела. Ну, кстати, сейчас с утра в качалку приехал.
Это такой центр досуга, ну, типа районный центр досуга, бесплатный. И качалка, соответственно, бесплатная. Можно зайти, заниматься. Хорошая качалка, ну, простая, конечно. Она мне напоминает чем-то вот, как качалку в моем районе, Патриот, которая называлась. Ну, тоже такие все старенькое. Старенькое, но душевное, родное такое. В принципе, все, что нужно, базовое есть. Сейчас решил поработать вечерком на лифте. Поехал. И лифт очередное дно пробивает. Ну, лифт, Uber, там для меня все одинаково. В Uber меня что-то там забанили, не знаю за что. Что-то какая-то фигня. Короче, не могу зарегистрироваться. Ну, залогиниться не могу. И хрен с ним, там все равно мало заказов. Тут на Шере лифт там в разы больше заказов. Дно пробил лифт опять по ценнику. Короче, он мне предложил в Орландо поехать за $35. Это вообще дно, такого еще не было. Для сравнения, 3 года назад, как бы в Орландо поехать, нормальный прайс был 80-100. Ну, то есть за сотку можно было спокойно уехать. А сейчас всего лишь $35. Это охренеть. Я не знаю, кто за такие деньги... Ну, найдутся, кто поедут за такие бабки. Я не знаю. Ну, как можно, блин, 60 миль туда ехать в одну сторону. Вот. Этим условием, что ты живешь здесь, тебе же потом возвращаться еще надо. Ну, 35. Я даже не поехал бы за $60, честно говоря. Ну, это мало, потому что в Орландо это, ну, минимум $80 и выше. А ценники сейчас вообще падают. Все растет, как обычно. Видишь, как дед уже, блин, ворчу. Все растет, ценники в магазинах растут. Ну, так реально есть. А зарплаты тоже притом падают. Наоборот, точнее, падают. Ужас, ужас. Я еще смотрю статистику моих видео на ютубе. Просмотры, конечно, падают вообще. Не из-за того, что как бы, их и до этого много не было, но сейчас, в связи с тем, что с ютубом проблема в России, то у меня все равно же подавляющее большинство, там 80% зрителей там с России были. Вот. Все уже задолбались с этими VPN-ами там. И реально мало просмотров. То есть раньше там еле-еле 1000 набирали ролики, вот буквально там до войны. Вот, а после войны все меньше, меньше с каждым годом. Прям чувствуется. Ну, конечно, мне как бы пофиг. Я же денег с этого не зарабатываю, как бы, ну что там, 300, 400, ну 500 просмотров или 1000, или 2000, там особо разницы не делают. Вот, просто как наблюдение, что просмотры падают, потому что россиян все меньше там сидит. Фу. Что, сегодня 25-е, ой, 24-е, ну, сегодня католическое Рождество в ночь будет. Ну, на то оно и католическое. Вот мы приехали в лес с детьми, мы гуляем, тут вообще кайф, красота. Песок такой белый, как снег. Идем гуляем, снимаем с дрона сейчас. Какой он все-таки классный этот дрон, ховер. В карманчике спокойно себе лежит. Маленький, ну блин, он вообще удобно. Не надо никаких сумок с ним носить. Вытащил. Что там увидели? Что у кого испугались там? Вот, вообще классный, конечно. Это очень большой плюс складной. Достал, снимаешь. Красота.
25-е, утро Рождества. Я сажусь в машину, и тут вот мне подарок. Сражаистон. Ой, капздец. Это Санта-Клаус мне подарил. Видишь, дочь? Папа, знаешь, а у нас дома есть. Приятно. Папа, $40 мне подарил. What called that? Santa Claus. Да, Санта-Клаус подарил, смотри. His Обалдеть. name only Santa, not Santa Claus. У вас тоже подарочки сейчас ждут, поехали. Oh, I love it. I love it. Oh, these are all items. Вот большой ай. I'll break it. Come on. I'm Super Hulk. I'm Hulk. Hulk. Ah. Super Hulk. That's good. Hulk. Hulk. Своя. Да? Да, ай, говорю, коробочка. Не, вот это синяя. Вон синяя, сзади. Сегодня 26 декабря, новогодние каникулы, народу на пляже дофигища вообще. Непривычно так. Дофига народу. В воздухе такой, воздух такой прохладный, свежий, с океана. Океан холодный, а с земли дует. Солнце печет, жарко. Одна сторона такая теплая, другая прохладная. И так как много народу, такой запах солнцезащитного крема. Вкусно пахнет. Мне нравится. Людям, конечно, повезло с погодой сейчас на вот эти праздники. Тепло. Вот вроде на Новый год и после Нового года уже похолодание будет. Сейчас вообще тепло. Летняя температура. Ну, летняя не по здешним меркам, конечно же. Летняя по, не знаю, каким меркам, по более северным. Блин, забыл снять. Там чувак вот этот вот идет, шатается вдоль пляжа. Такое вообще редко увидишь здесь в Америке. Честно, я не знаю, может он русскоязычный, я его знаю. Идет, шатается. Вообще такого не увидишь, чтоб как по-российски, так как у нас такие четкие поцики ходят вот так по двору тоже пьяные. Ну, повеселило, конечно. Я такое вообще здесь не видел, что пьяные ходили. Они либо сидят где-то, либо по домам сидят, либо вдоль плинтусов где-то. Но не вот так вот. То он сейчас прошел, тут он рядом с нами шел, вообще пьяный был. Протрезвел, что ли, чуть-чуть. С океана сейчас испарина идет. Ветер с океана, а земля прогрета. И по береговой линии буквально даже полмили такой туман стоит. Ну вот
поверху он особенно идет, внизу так незаметно, вот выше метров на 20-30 там вон дома, верхушки домов не видны. Прикольно. Прикольное явление, конденсат такой. Океан-то холодный сейчас. Ноги сводит аж. Офигенный туман вообще. Так сказочно все. Лечу. Вот я еще гоню на это место. Все-таки в охренительном месте я живу. Вот неблагодарный я вселенной за такую красоту. Круто ведь здесь, красиво. Кататься можно безопасно. Вон, рыбаки сидят. Чуть леску не сбил его. Кайф. Индусов, кстати, очень много. Вообще прям весь пляж, половина это индусы. Все едут на юга, там с всяких штатов. Со штатов Индии. Очень много. Ну что, короче, у меня машину от Тау. Полиция меня остановила. Вот. Короче, говорят, что это... Суспендед у меня мой драйвер лайсенс, потому что типа я не заплатил за страховку, а я платил. Информация, видимо, не дошла, и вот у меня сейчас машину таует, короче. Что? Еду я на велике. Вчера, короче, полицейские меня остановили, я работал в Понс Инлет, это тут рядом. Говорят, у тебя суспендед, говорит, драйвер лайсенс. Я говорю, вот это прикол, говорю. Так что у меня, короче, это получается 3-е нарушение за 3 года последних. Вот не хватило мне, сколько там, 3-4 дня до 2026 года. Короче, 3-е нарушение, и поэтому у меня конфисковали машину, забрали драйвер лайсенс. Вот, я не знаю, почему у меня суспендед. Сейчас еду в DMV, в департамент Motor Vehicle, где там все драйвер лайсенс делают. Еду туда сейчас. И буду узнавать, что да как. Вот такие дела, блин. Прикольно. Тут очередина, блин. Короче, сейчас выяснили, в чем проблема была. Проблема была в том, что у меня, получается, на мне зарегистрировано 2 лайсенс-плейта. Вот, на одном... Один был на траке Ford, который я продал. Вот. Он у меня же сломался. Я типа с него регистрацию убрал. Ой, страховку точнее. А регистрация продолжала быть. Ну, короче, там такая фигня получилась, что типа машина без страховки оказалась. И моя регистрация suspended. А я продал ее. Мне, получается, suspended 30 июля были права. Мои права стали suspended. А машину я продал 12 сентября. То есть это моя проблема, короче. Сам виноват. Типа. И знаете что? Если права были уже в июле suspended, то есть я когда с детьми ехал в путешествие в Мичиган, меня там в любой момент везде могли бы полицейские остановить и машину также отобрать, получается. Потому что, ну, 3-е, типа, нарушение за 3 года, там, ну, это отбирается машина, права. И вот, и очень повезло, что в путешествии нигде не остановили, все нормально было. Потому что, если бы мы там бы остались без машины,
была бы задница, я вообще не знаю, что бы делал. Повезло, что здесь рядом с домом, как бы. А сейчас пока я, короче, там надо заплатить $160, и я пока не могу, поэтому сегодня ничего не сделал. То есть, соответственно, я машину не забрал пока. Короче, продаю машину, приехали. Ну все, поехал мой джипик. Без номеров в Орландо. Надеюсь, им фартанет, доедут. Ну, думаю, нормально, без проблем. Вот. Продал, короче, я ее дешево. Опять в минус ушел. Ну, продажи это не мое. Продал я ее за 2300. Вышла она мне в 2800, 2900, где-то так. Вот, пришлось продать, потому что деньги нужны срочно. Моя машина забрали полицейские, мою Сонату. А денег нету. Я сегодня же в драйвер лайсенс пошел делать. Ну, узнавать, что как. Там нужно, короче, ну, я уже говорил, $180, у меня их не было. Я думаю, так я продам быстро этот джип. Поэтому пришлось прайс дропнуть, короче. Ну, не мое продажа. Больше не буду, наверное, этим заниматься. Ну, то есть, как работа, это точно нет. Видите, вот, опять минус. Такая вот херня. Но зато с деньгами на Новый год. Так, ну что, ребят, короче, я сегодня все сделал, драйвер лайсенс сделал. Такой квест сегодня был. Я, короче, поехал драйвер лайсенс делать. Сделал драйвер лайсенс, потом поехал в суд. В суде я не нужен был, ну, потому что у меня нарушения как бы не было там. Ну, говорят, ты тут вообще не нужен с этим. Потом поехал... Окей. Вот чувак вообще веселый здесь. И, короче, поехал на вот это паркинг, чтобы машину свою забрать. А мне говорят, а тебе нужно регистрацию, license plate сделать. Оказывается, license plate уже все, там забрали, больше надо новую регистрацию делать. Соответственно, я сделал, опять поехал в DMV, опять там 2 часа стоял, короче, взял такой license plate с этим, ну, буковки просто рандомные, а с велосипедистом Charles Road, ну, думаю, полезная вещь. И, короче, все мне вышло где-то $500 вот этих трат из-за того, что у меня были suspended права. Такая вот херня вот на Новый год, блин. Ну, машину хоть вернул, и, ну, красивые номера, мне нравится. Так что все, еду на машине. Много нервотрепки, конечно, поэтому надо следить за своими правами, чтобы там suspended не было. А я вот так полгода ездил с suspended правами. Ну, приостановленными временно. Ладно, едем. Соврал насчет 500, не $500, 380 вышло. $500, если бы я не успел бы сегодня забрать машину. Я почему такие нервики были? Мне же license plate поехал делать. Если бы я сегодня бы не успел, у меня за тауинг бы удвоилось бы. То есть 500 бы за тауинг, и, короче, там почти 700 бы, ну, $650 бы мне все вышло. Вообще трындец. Ценники, конечно. Надо все это быстро сразу делать. В первый день, по-моему, бесплатно вообще. А, нет, вряд ли там бесплатно. Ну, короче, $380. Блин, жалко, конечно. Ну, на велике проехался 20 миль сегодня. Я вот так вот по делам туда-сюда мотался. Вообще, как выматывает вот эта беготня с этими бумажками по всяким инстанциям. Я вообще терпеть не могу. Но сейчас уже спокойнее более отношусь. Даже в очереди стою уже как бы. Потому что я понимаю, что нервничать смысла нету. От нервов ничего не решится. От спокойствия. О, какой закат красивый.
Смотрю на эти номера, кстати, тут машинка сзади. На что похоже? Это же Volkswagen Jetta. Прикольно. Эх, Сонат как масло, конечно, жрет так немало. Вот видно уровень наполовину уже. Я проехал после замены масла примерно 300 миль, наверное, но не больше я проехал. И уже полщупа. То есть масложор какой-то охрененный. Очень большой. Ну что, сегодня 31 декабря 2025 года. Я приехал в лес, в лесочек, немножко в одиночестве погулять, отдохнуть, побыть наедине с собой. Погода сейчас солнечная, 11 градусов, холодный фронт пришел с севера, прям такой холод принес, ночью почти 0, там опускается очень сильно. Ну что, и как раз время вспомнить, наверное, 2025 год, что в нем было. Год был непростой, сложный, да. А у кого он был простой? Кто когда говорил, что год был простой и легкий? Жизнь такая, когда непросто, все непросто, но интересно. Вот. Что сразу вспоминается мне в этом году? Ну, конечно, это путешествие с детьми, когда на 3 недели мы ехали в Мичиган. Это, конечно, самые были классные моменты в этом году. Ну, вот все связано, конечно, с путешествиями. Оно всегда все классное. Практически. Вот. Начало года было нервное, такое какое-то, что-то там депрессивное, я бы сказал, такое. Ну, что-то прям вообще не хочется вспоминать. А потом вот весна наступила, лето. Лето было насыщенное очень. Там много всяких событий. Там с машинами движуха там была. Путешествия тоже вот. Вот. И осень такая уже нормальная. И ну, зима. Зима тоже нормально. Что-то куда-то там ездили. Вот в целом. Что я хочу отметить в этом году? Открытие для себя. Как открытие для себя. Это то, что я немножко поменял свои отношения к жизни, стал немножко более снисходительнее ко всему относиться, более спокойнее, наверное. А в этом мне помогло, знаете что? Микродозинг мухоморов. Я как-то, просто интересовался грибами. Просто мне стало интересно. Я смотрю, нашел такого дядьку Михаил Вишневский. Как-то смотрю, он так классно про грибы всякие разные рассказывает. Он миколог, занимается грибами. И у него в то же время есть грибная аптека. И вот где как раз они делают там микродозинг мухоморов, там много-много всяких разных вещей классных. И он вот рассказывает про микродозинг мухоморов, как это, что влияет на жизнь, на сознание, как это можно поменять жизнь вот благодаря вот этому препарату, так скажем. Я заказал один курс, там 60 капсул, по-моему, микродозинга, вот, и где-то за месяца 2-2,5 я его прошел. Надо там по 1 в день, по 2 в день, надо это чувствовать, там нету такого, что вот надо строго вот такая дозировка или нет, ты чувствуешь своим телом, оно тебе само говорит. Вот, тебе иногда просто не хочется, ты такой, нет, что-то сегодня неохота. Иногда ты понимаешь, что тебе вот с утра прям хочется принять, и ты становишься как-то, не знаю, жизнерадостнее, спокойнее. Это я не буду объяснять, как это, что действует. Вот лучше найдите этого человека, Михаил Вишневский, миколог. Вот, там микродозинг можете забить просто везде, где угодно, и это всю информацию об этом найдете. Я просто скажу, как это на меня влияло. И что я чувствовал? Я чувствовал расслабление, действительно, И самое важное, когда ты принимаешь этот курс, это работать над собой. То есть не просто это так, чтобы расслабляться, как алкоголь или там какие-то наркотики. Нет, это совсем другое. Ты этого не чувствуешь, но тебе как будто бы даются силы, не как будто бы, тебе прям даются силы на размышления, над своей жизнью, даются силы, тебе как будто
становится четче, яснее твой ум и разум. Ну, разум. Ты действительно, как будто у тебя открывается что-то внутри, и ты как будто начинаешь больше понимать, больше осознавать. Ты как будто со стороны на себя смотришь. И это очень хорошая как раз тема для того, чтобы работать над собой, вообще над своими какими-то проблемами, над своими травмами, там, какими-то прошлыми. Соответственно, ты меняешь отношение к жизни своей. И вот я прошел этот курс, где-то вот как раз мы с путешествия приехали, мне эта баночка пришла. И вот где-то вот осенью, сентябрь, август-сентябрь, вот я прошел это, и мне как-то легче стало. В плане осознания вообще своего места в этом мире. Вот. Больше я как бы не брал пока что еще. Вот. Но результат я почувствовал. Вот это, наверное, самое большое открытие. Просто для своих вот зрителей, подписчиков я могу порекомендовать это. Что это реально очень дельная вещь. Вот. И как на самом деле мухомор, он не то что недооценен, его считают ядовитым, на самом деле это совсем не так. Его, вот, наверное, специально это мировое правительство, так скажем, запинывает мухомор, чтобы люди не осознавали себя, чтобы жили как хомячки в колесе. И ничего больше, кроме этого колеса, не могли осознать и понять. Ну, рабы нужны же. Любому государству, там, какое мировое правительство? Просто любому государству нужны работящие, спокойные люди, которые, как бы, не могут осознать вообще всего происходящего. Работают, приносят деньги, платят налоги и все. Ну, это я так просто от себя. Может быть, правда, может быть, и нет. Но я просто советую, ребят, реально, забейте Михаил Вишневский, микродозинг мухоморов. Классная вещь. Вот. Я еще в будущем тоже буду это заказывать еще. Просто сейчас с логистикой очень тяжело. В США вот этот Трамп, конечно, чудит сейчас. Посылки почти со всего мира не отправляются в США. То есть я с Казахстана попытался заказать. Нет, не получилось. Они говорят: извините, в США мы не отправляем. Такое вот дело. Так что год вот такой интересный. Следующий год будет еще поинтереснее, надеюсь. По восходящей все будет. И все будет хорошо. Планы, ну, попутешествовать побольше. Там посмотрим, как по обстоятельствам, конечно, будет. Но обстоятельства мы на то и люди, чтобы менять обстоятельства. А так можно все на обстоятельства скидывать. Мы же двигаем все это. Вот. Так что с Новым годом. Врываемся в Новый год. 26-й. Уже 26-й год. Обалдеть. 26-й. Да, еще что понял я в этом году, что продажа автомобилей — это вообще не мое. Одно дело покупать. Покупать, да, мне нравится. В принципе, я понимаю, что надо брать там за свой бюджет. Вот. Не всегда, конечно, получается дешевле. Потому что я уже объяснял это, что я беру через посредников, а они берут свои фи, которые, соответственно, повышают стоимость конечную. Невыгодно это. Надо более дешевые каналы находить покупки. Вот. Поэтому такая вот фигня. Ну, мне не нравится взаимодействовать с людьми, просто, не знаю. Все хотят тоже дешево купить. Я не торгаш, мне это не нравится. Мне, наверное, нужен тот человек, который это будет продавать. Я буду покупать, там, чинить. Ну, это и то, я не хочу это бизнесом делать. Это же как хобби. Мне просто, я уже рассказывал, мне просто потребность в изучении машин была интересна. Потому что, наверное, детскую какую-то вот эту потребность я закрывал. Сейчас мне уже не хочется этим заниматься. Уже ковыряться мне как-то вот не в кайф уже в машинах. Не хочется. Особенно вот, ну, в бэушных машинах, там, после всяких кривых рук, там, не хочу вообще вот все. Прям нету такого у меня. Ох. Хочу вот одну свою, вот, чтобы я ее знал уже, все там, сам обслуживал своими руками. И вот это хорошо. И чтобы ты в ней уверен был. А вот эти машины, блин. Еще забыл добавить такое достижение в этом году. Это то, что у меня вообще пропала тяга к алкоголю. И в этом, кстати, мне помогли грибы тоже. Мухоморы. То есть вообще тяга пропала. Нету желания, как бы. Не то, что у меня были проблемы с этим.
Это как обычно, да, бывает. Самые трезвенники — это бывшие алкоголики. Нет, у меня не было с этим как бы проблем, просто я понимал, что слишком часто пью. Я заменил это просто газировкой. Мне просто хотелось пить, видимо, и тебе хочется что-то с газиками. Ну а что с газиками? Там сидр, там пиво, там жажду как бы хорошо утоляет. Но я заменил это просто минералкой. Минералку газированную покупаю, и вообще хорошо. Мне ничего не хочется пить. И ты понимаешь, что алкоголь — это путь в никуда. Оно тебе ни расслабления не дарит, ничего. У тебя в моменте минут 10-15 есть такое состояние вау, эйфории. А потом все. Потом вот такое вот состояние приходит. Вообще ничего не охота. Тюлень, короче. Поэтому алкоголь — это просто путь в никуда. Это скорее заглушить свою боль и все. Но оно не решает никакие проблемы. Оно усугубляет, еще больше проблем тебе создает. Вот поэтому в этом году я прям, благодаря вот и мухоморам тоже, я осознал, что вообще тяги никакой нету там. Ну, я могу выпить. То есть сейчас, наверное, на Новый год шампанского возьму. То есть как бы нет с этим проблем. Просто это не в целях там расслабления какого-то. Ну, так вот, что. Можно. Так, сейчас готовим новогодний стол. Я вам делаю селедочку под шубой. Красоту такую. 100 лет уже не ел, наверное, селедку под шубой. Последний раз я готовил ее 10 лет назад в Башкортостане. Там день рождения у девчонки отмечали. Да, вот мы в гостях в Кумертау были. Хорошее было время. Вот тогда я ей помогал там делать селедку под шубой. И все, с тех пор нет. Вот такой вот у нас новогодний стол. Селедка под шубой вообще четкая получилась там. Селедка, правда, копченая. Вкус немножко другой, но в любом случае тоже классно. Оливье тут вот у нас. Шампусик. Рыбка тут. Ай. Что еще надо тут, в принципе? Яблоки, мандарины. Концерт 98-го года. У нас прям шампанское будет, в смысле, Да. Как они называются эти? Не мысли, как они? Кто? По-русски это. В ракушках это, как они называются? Устрицы. А, да, устрицы. Ой, моллюски. Ну, моллюски, наверное, да. Устрицы другое. Побольше. Моллюски, да. Нужно салют еще обязательно посмотреть. Надо крупного хищника. Малышка на миллион.
Обычно такие видео сразу в порно переходят, да, потом? Ну да. Да, она такая. А потом самолетики начинаются, Ага. там все. Да? Да, она такая. Хихи, ха-ха, потом все. А потом все. Сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла, собрала всех своих подруг. И на уровне маленьких кораблики. Пришли на пляж сейчас. Приехали в 12. Дайтона гуляем. Мы по мандаринке едем.